Политолог Валерий Карбалевич на связи со студией «Настоящего времени». Валерий, как вы считаете, как Кремлю теперь комментировать все, что сегодня сказал в политическом смысле Лукашенко? Ну, в Кремле уже прокомментировали. Они упрекнули Беларусь, Лукашенко в том, что Россия и так оказывает большую помощь Беларуси, экономическую, субсидии, там гранты разные энергетические, а, дескать, вот Беларусь неблагодарна, Лукашенко неблагодарен, упрекает, требует еще. Так что реакция уже есть. Вы считаете справедливым ответ в том духе, что Кремль что-то дает, а Беларусь неблагодарна? Мне показалось, что слова Лукашенко можно интерпретировать как попытку отстаивать независимость. У вас есть такое впечатление или нет? Видите ли, поскольку экономическая зависимость Беларуси от России очень большая, зависимость от помощи финансовой, экономической, энергетической, то любая попытка отстаивать независимость Беларуси, сразу же превращается в конфликт, сразу же превращается в противоречие, в противостояние, что мы сегодня и наблюдаем. Когда Лукашенко... Дело в том, что конфликт в белорусско-российских отношениях, он заложен в самой природе, в самой матрице отношений между двумя государствами, потому что они основываются не на каких-то, рыночных отношениях, не на каких-то документах, которые зафиксируют, а на договоренностях между президентами. А это такая зыбкая почва, что тут постоянно возникают конфликты, противоречия, и эти волны, то возрастание конфликтности, то наоборот спад, они постоянно. Сейчас просто мы видим, пик этой волны, этого конфликта. Да, Валерий, скажите, когда Лукашенко говорит, Путин не все знает, бояре вокруг него плохие, всякие группировки, кого он имеет в виду? Какие люди пытаются влезть и наступить на интересы Григория Лукашенко? Лукашенко, как всегда, был противоречив. С одной стороны, он ругает чиновников, того же Данквирта, в отношении которого он даже потребовал завести уголовное дело от белорусской. Кстати, как вам это заявление? Это политическое заявление арестовать главу Россельхознадзора российского ведомства или абсолютный популизм? И то, и другое, и популизм, и политическое, тут отделить одно от другого сложно. Там другие чиновники, какие-то ведомственные или корыстные интересы, но, с другой стороны, были прямые обвинения в адрес Путина. То, что именно Путин фактически зарубил уже согласованное соглашение, которое было готово осенью в октябре по поводу урегулирования вопросов цены на газ, межбюджетных компенсаций и так далее, и так далее. Именно Путин, как последняя инстанция, зарубил это соглашение. И даже там была одна такая очень восхитительная просто реплика, где Лукашенко говорит: я говорю Путину в шутку, может, у тебя акции есть «Газпрома», почему ты, так защищаешь бюджет «Газпрома»? Это такая шутка, в которой только доля шутки. Поэтому это был такой острый выпад в адрес Путина. Поэтому там было все. Хотя потом он опять же называл Путина своим другом.